что приезжал у нас, был зампред правительства, который ведет промышленность, который проехался по нашим предприятиям, посмотрел. А самое главное, что сказал глава республики, что очень результативный приезд. С подведения итогов прошедшей недели начинается совещание в региональном правительстве. Ингушетию с рабочим визитом посетил вице-премьер, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Вместе с главой региона они посетили ряд промышленных предприятий. Начиная с того, что еще 30 единиц автобусов добавили. Потом поддержка начинаний наших на уровне развития перевалочного базы, ну и часть промышленности, которую он увидел, тоже были взяты в протокол, поэтому прошу, когда появится протокол, надо четко отработать и по Кавдаланиту, и по нашим фабрикам, которые производят обувь, и по швейке, и по сердолу. То есть достаточно вот такой короткий визит, но очень много результатов. Особый акцент в начале совещания премьер Ингушетии сделал на антитеррористическую защищенность учебных заведений и мечетей. Владимир Сласенин поручил создать специальную рабочую группу, которая будет работать в этом направлении. На сегодняшний день было принято решение, еще протокол будет, записали создать рабочую группу, актуализировать всю информацию по безопасности по всем нашим 150 школам, 39 детским садам, сколько у нас этих колледжей, в том числе и по мечетям, где тоже нет никаких средств безопасности. Первый вопрос на повестке – ход проведения отбора граждан на военную службу по контракту. Военный комиссар Ингушетии Заурбек Гадабошев рассказал о том, что в республике необходимо выполнить задания Минобороны России. Из 121 по заданию позвали 48 человек. Здесь необходимо отметить, что у нас город Сунжи, Кербулак, Сунжинский район вышли за 50% из всех. Ну и Джайрах у нас на 200% выполнил, остальные все менее 50%. Заурбек Гадабошев отметил, что весенняя призывная кампания стартовала и на срочную службу в армию должны призвать 230 новобранцев. Первая отправка 25 человек запланирована 17 апреля. Получается, что будет двойная нагрузка и набор по контракту, и также призыв на военную службу. До этого предлагалось и Виталий Викторовичем и мною, чтобы провести оперативный штаб по этим вопросам. В священный месяц Рамадан по поручению главы региона Махмуда Али Калиматова во всех городах республики проходят продовольственные ярмарки. Завершающая распродажа состоится 5 апреля при въезде в Магаз. Об этом рассказал замминистра сельского хозяйства и продовольствия Казбек Беков. Он отметил, что ведомство также готовится к еще одной ежегодной благотворительной акции «Мехксах». Также 5 числа у нас начинается реализация мероприятий по Мехксах. Первый день мы будем обслуживать Малгобекский район, город Малгобек, и потом по графику остальные районы. По традиции будут организованы маршруты в пригородный район, чтобы родственники смогли навестить кладбище, где похоронены их родные, и сделать за них дуа. Еще одна приятная новость. В период празднования 3 дней Мархаш в Ингушетии будет функционировать бесплатный общественный транспорт. В целях обеспечения бесперебойного функционирования общественного транспорта приказом министерства создан оперативный штаб, определены дежурные сотрудники. Номера телефонов всех дежурных сотрудников будут размещены на официальных страницах министерства и плюс на НТРК на вопросе. Готов регион и к безаварийному пропуску паводковых вод. Об этом рассказал министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Ингушетии. Все необходимые работы проводятся в штатном режиме. Республика, что по пожароопасному сезону и по паводкоопасному периоду ограниченно готова. Но туда не вошли эти работы, которые вот я в своем докладе озвучил, очистка русел рек и подмостового пространства, которые необходимо завершить в короткое время. А в принципе мы готовы, потому что в прошлом году такая же ситуация была, и мы помним все в июне месяце, когда у нас до критических отметок вода поднялась на реке Сунжи. Данный вопрос сейчас работы организованы, ведутся. Ждет республику и целый цикл субботников. Всем министерствам и ведомствам необходимо провести работу по санитарной очистке и благоустройству территорий. Провести ямочный ремонт дорог и обновление разметки. Постричь газоны на своих территориях. Минавтодору Ингушетии рекомендуем очистить придорожные территории региональных дорог
и рассмотреть возможность проведения ямочного ремонта дорог и обновления дорожной разметки. Органам исполнительной власти, организациям, учреждениям республики предлагаем очистить территории, прилегающих к административным зданиям, территории школ, больниц, объектов культуры и спорта. В завершении совещания обсудили закон Ингушетии о мерах соцподдержки отдельных категорий лиц, имеющих звания «Заслуженный тренер России», «Заслуженный тренер РСФСР» и СССР. Действующим законом социальная поддержка предусмотрена только тренерам, воспитавших олимпийских чемпионов и чемпионов мира. В соответствии с представленным проектом закона в настоящее время право на социальную поддержку в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 15 тысяч имеет 19 человек. По следующим олимпийским видам спорта. Это вольная борьба, греко-римская борьба, дзюдо, тяжелая атлетика. В общем, у нас 11 заслуженных тренеров России и 8 заслуженных мастеров спорта России. Владимир Сластенин по итогам совещания дал ряд поручений руководителям министерств и ведомств, которые необходимо исполнить в кратчайшие сроки. Зелимхан Калуев, Магомед Шаухалов, Ахмед Парчиев, Магаз 24.